В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. С 1 по 3 июня текущего года в Якутске проходила всероссийская научная практическая конференция «Педагогика детства. Сохранение языков и культур в образовании». В рамках Года единства народов России, Года дошкольного образования в системе образования России и Года культуры в республике форум стал одним из важнейших событий года для Дальнего Востока, призванным обобщить лучшие региональные практики. Какие цели и задачи ставятся перед дошкольным образованием, мы сегодня об этом и поговорим. Наша гостья в студии Екатерина Ощепкова, кандидат филологических наук, кафедры психологии, образования и педагогики факультета психологии МГУ имени Михаила Ломоносова. Екатерина Сергеевна, здравствуйте. Ну что ж, как вы оцениваете инициативы, связанные с годом дошкольного образования в системе образования Российской Федерации? Естественно, эти инициативы крайне важны. То есть дошкольное образование – это та базовая ступень, с которой все начинается, с которой начинается развитие ребенка как гражданина, как человека, обладающего высшими психическими функциями. То есть на дошкольном образовании строится все будущее ребенка, человека, гражданина. Поэтому инициативы, связанные с годом дошкольного образования, крайне важны. И крайне важно также то, что этот год буквально совпадает с годом народов России, с годом единства народов России. Это тоже очень важно, и это то, что мы видим сейчас в Якутии, то, что мы видим на конференции. И я думаю, дальше мы об этом поговорим. Да, но хотелось бы еще отметить цели и задачи именно в этом году, которые ставятся в дошкольном образовании. Цели и задачи в основном, конечно, связаны с обновлением в ГОС. Это давно пора сделать. И эти инициативы связаны с улучшением инфраструктуры детских садов, связаны с улучшением функционирования тех самых программ. То есть эта балансировка между ГОСом государственным, федеральным, и той свободой на местах, которая бы позволяла развиваться этнокультурной специфике, учитывать сильные стороны каждого региона, этот баланс должен быть соблюден, и он очень важен. Угу. Ну сейчас уже, думаю, стоит продолжить о том, как раз-таки, о чем вы начали говорить. Да? Поделитесь своими впечатлениями. Вы уже побывали на конференции. Да? Как это все можно теперь с целями и задачами сопоставить? Я считаю, что в Якутии это реализуется максимально удачно, эффективно, потому что мы видим, что, с одной стороны, действительно люди вовлечены в работу над федеральными программами. Наш факультет психологии МГУ, наш Федеральный научный центр психологических и междисциплинарных исследований, то есть Российская академия образования, мы очень тесно сотрудничаем с лабораторией детства под руководством Семенова Юрия Ивановича. И как раз через эту лабораторию мы видим, как осуществляется, с одной стороны, поддержка инициатив центра, вхождение в государственное, такое общегосударственное, научное, методологическое, учебное пространство. А с другой стороны, это та самая этнокультурная специфика, которая позволяет детям сохранять свой родной язык. Сохранять свой родной язык – это крайне важно, это чрезвычайно важно. И к счастью, в Якутии это удается. Мы посетили несколько детских садов, например, Кыскил и Остров Сокровищ. И Кыскил меня просто потряс. Это детский сад, в котором совершенно равноценно сосуществуют русский, якутский языки. Дети прекрасно даже на английском говорят. У детей поддерживается эта этнокультурная специфика через игры. В «Острове Сокровищ» через национальные костюмы. Да? То есть в детских садах Якутска мы видим, как дети входят в культуру через практику, через деятельность. Я не могу снять, буквально мне подарили в детском саду прекрасное украшение, которое воспитательницы сделали своими руками. Это невообразимая красота, и они учат этому детей. И дети через практику, через деятельность, они входят как раз в якутскую культуру через руки.
И это чрезвычайно важно, да, то есть мы не просто учим их языку, да, вот некоторые коллеги из других регионов говорят, нам нужно учить детей родному языку. Здесь даже речи об этом нет. Здесь речь о том, что ребенок входит очень, очень грамотно, очень гармонично через вот эту вот, да, через вхождение в культуру, он входит в родной язык, он понимает, зачем он ему нужен, и он в нем живет. И это настолько прекрасно, и это мое самое сильное впечатление от Якутии, как здесь вот действительно очень гармонично развивается. С одной стороны, общегосударственная идентичность, с другой стороны, вот эта этнокультурная специфика, и все это на основе общечеловеческих наших традиционных ценностей. Потому что традиционные ценности-то у нас одни и те же. Это семья, да, это важность материнства, важность детства. То, как раз о чем и говорят наши программы, указы президента и так далее, и так далее. Да? И вот здесь вот это действительно все очень гармонично связано. С одной стороны, вот эти указы президента, с другой стороны, инициатива на местах, и с третьих, вот те самые посредники, которые позволяют нам, вот ученым из Москвы, приезжать и делиться, осуществлять методологическую поддержку, методическую поддержку. С другой стороны, мы видим, насколько у вас талантливые воспитатели, насколько они вовлечены в свою работу, насколько они готовы придумывать, делать своими руками. Это совершенно чудесно, но мне кажется, что с другой стороны, вот им не помешала бы наша поддержка со стороны вот именно научно-методическая. Поэтому действительно это очень такой позитивный опыт. Вы считаете эту практику вот особенно уникальной? Допустим, если сравнить, возможно, у вас был опыт с другими республиками? Или там тоже схоже? Я бы не хотела кого-то обижать. Я скажу так, что в Якутии Якутия произвела на меня наиболее сильное положительное впечатление, потому что это действительно прекрасно выстроена вот эта система дошкольного образования. Я, конечно, понимаю, что здесь много проблем, связанных с огромным наплывом, да, людей, когда в детских садах, рассчитанных на 200 человек, 400 детей приходит, но тем не менее и воспитатели, и руководство находят какие-то формы, мы с ними действительно вчера это очень подробно обсуждали, как им непросто, но как они справляются с этим. Они привлекают студентов старших курсов колледжей педагогических, они дают наставников, да, то есть вот через институт наставничества они позволяют девочкам, которые готовы и хотят работать, уже включаться в работу, хотя они еще вроде как студентки. Они понимают, что это за работа, они включаются в эту работу, и они остаются. То есть понятно, что всегда есть проблемы, особенно с начальным вот этим дошкольным образованием, проблемы самые серьезные, потому что им уделяется очень мало внимания на административного ресурса, скажем так, а с другой стороны, если мы не подготовим ребенка к школе, то у него потом весь образовательный процесс нарушается. Да? То есть вытащить ребенка, неподготовленного к школе, из того вакуума, в котором он оказался, намного сложнее. Вот если нам базу предоставляют, да, а кто предоставляет базу? Воспитатели. Дошкольное образование. Поэтому на дошкольное образование нужно, на мой взгляд, тратить намного больше времени, сил, ресурсов. И вот, собственно, инициативы, связанные с годом дошкольного образования, я надеюсь, что они исправят эту ситуацию. Угу. И вот вы еще сказали, что не помешала бы помощь со стороны научного общества. А вот какая? Возможно, эти задачи стоят еще вот на конференции? Да, действительно. То есть на конференции мы как раз и обсуждаем, какие есть проблемы и как мы можем помочь в их решении. Какие-то инициативы, возможно, уже были озвучены? Но тут инициативы, знаете как, с одной стороны, вот наш проект «Растем вместе» на базе МГУ и Федерального научного центра, он организует постоянно онлайн-курсы для повышения квалификации ваших педагогов, ваших воспитателей, ваших психологов и ваших родителей. То есть мы организуем вот эту методическую поддержку дистанционно, онлайн, мы собираем от людей обратную связь,
Мы хотим узнать, что им мешает, чего им недостает, да, и потом делимся с ними вот этими наработками, разработками и так далее. На конференции как раз мы встречаемся с ними лицом к лицу, еще раз обговариваем, чего им не хватает, чего бы они хотели усилить, какую, да, составляющую, в чем они испытывают сложности и как мы можем с этим помочь. Угу. Ну и вот хотелось бы все-таки услышать, какие актуальные вопросы и проблемы вы обсудили. Прежде всего, проблемы, которые мы обсуждаем сейчас, касаются сохранения родного языка. Сохранение родного языка, сохранение родной культуры. И коллеги из других регионов, которые приезжают, они действительно делятся с проблемами, что в их регионе очень сложно поддерживать родной язык, очень сложно его продвигать как-то, потому что и сами родители не хотят говорить на родном языке, и тем более это касается детей. А вот что касается Якутии, то тут ситуация, я надеюсь, что и дальше она будет такой оставаться, намного лучше, потому что действительно язык живет. Язык живет в народе, язык живет в практике, хотя отдельные какие-то элементы и моменты, да, с тем, что дети между собой начинают говорить уже на русском вместо якутского, вот это проблема, которая у нас немножко возникает и встает. Мы неоднократно обращались к проблеме кочевого образования, но я пока, честно говоря, не готова говорить на эту тему. То есть эта проблема есть, но я не чувствую себя экспертом в ней и, пожалуй, не смогу вам квалифицированно ответить. Вообще там, скорее, больше даже проблема в доступности интернета, так как сейчас что-то высказать. Да. В плане научного там даже, да, действительно, какие-то специальные методики, программы, учебники, да, наверное, скорее всего. Да, нет, там проблема в том, что все нужно апробировать, что все очень непросто, и нельзя так с наскока взять и сказать, вот мы сейчас все сделали, и все будет прекрасно, и мы это масштабируем на всю республику. Нужно подходить осторожно, потому что у ребенка одно детство. Мы не можем вот этому конкретному ребенку испортить его детство, да, испортить его старт, испортить его вхождение во взрослую жизнь, поэтому мы должны не навредить. Вот как врачи не должны навредить, так и педагоги тоже не должны навредить. Ну что ж, Екатерина Сергеевна, спасибо вам большое, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.